За годы работы в физдиспансере имя Гарри Сигалевича уже стало нарицательным. Тренер ЛФК высокого уровня, почетный мастер спорта Абхазии по баскетболу и просто человек с потрясающим чувством юмора. 16 сентября Гарри Владимировичу исполнилось 90 лет. Как минимум 50 из них он посвятил любимой работе. Бодрый и подтянутый Гарри Владимирович по-прежнему в строю. Тренирует, лечит, восстанавливает. А свои занятия не забывает приправить беседой и острой шуткой. Вы сами себя тоже в хорошей физической форме поддерживаете, да? Очень моложаво выглядите. Не сказала бы, что моложаво. Стараемся. Надо образцом быть. Если я тоже согнусь, они все тоже бросят меня, сразу все больные. Самый интересный пациент – это дважды чемпион мира терновых. Дважды я ему колено сделал, и он практически с больным коленом выиграл дважды чемпионат мира. Есть были работы со стрелянной рукой, восстановили динамику, вот с ожогами были работы. Вообще не хвастаюсь, но довольно удачно работаю. Работает все учреждение. То, что можем, мы практически неплохо делаем. Гарри Владимирович поименно помнит каждого своего подопечного, а их было сотни. Благодаря его опыту и профессионализму все они смогли восстановиться после различных травм. И проблемы диспансера он знает как никто другой, ведь работать здесь он начал еще в 60-е годы прошлого века. Мы еще и боролись за это учреждение. Мы все судились, это все по частям доставалось. Здесь было живое помещение. По стенке я сам устанавливал. Все, что здесь сделано, оборудование, это практически я все сам. В годы войны я каждый день приходил, я сохранил полностью инвентарь, все, даже чистое белье. Потому мы так и держимся более-менее. Вся жизнь Гарри Владимировича связана со спортом. Со школьных лет он занимался баскетболом. В составе сборной мужской команды Абхазии успешно принимал участие в чемпионатах и соревнованиях. Долгое время тренировал женскую команду. Гарри Сигалевич всю свою жизнь прожил в Сухуме. Своим любимым местом в столице называет набережную. Он по-прежнему любит приходить сюда, вспоминать молодость и смотреть на море. Набережная, город, люди, друзья. Ну, все изменилось. Из всех друзей, с которыми я дружил, а нас 2 класса кончилось, 58 человек. Больше никого нет. Даже я переживаю, я даже кушаю один. Стакан поднять не с кем. А это как-то действует, знаете. Во время Отечественной войны народа Абхазии Гарри Владимирович оставался в Сухуме. Чтобы прокормиться, занимался огородом, рано утром ходил на родник за водой, на обратном пути, как правило, попадал под обстрел. Друзья и близкие, которые оставались в городе, старались всячески поддерживать друг друга. Помогала выжить вера в то, что Абхазия одержит победу. Я здесь был во время войны этой последней. Абхазцы сильнее, просто как воины, как защитники Отечества, на голову сильнее. Абхазцы высаживались на лодках моторных. Катера это на крыльях. Высадился десант первый. На крыльях лодок. Что такое? С рогатки расстреливать можно было. И как они там держались в глухой этой зоне, там же топи, это везде в этих, без хлеба, без всего. Здесь ребята есть, которых бросали на выживание по 30, по 40 дней. Жили в лесу, добывали себе и пищу, и патроны, и ничего. Сегодня все испытания позади. Впереди любимая работа, прогулки по набережной и общение. Человеку, прошедшему немалый путь и достигшему возраста мудрости, хочется пожелать крепкого здоровья, бодрости, благополучия и, конечно же, хранить молодость души. Эсма Гуланзе, Абхазское телевидение.